563-й километр ФАТ-Кавказ под пристальным вниманием. Реконструкцию дороги и вопросы выкупа участков у собственников обсудили у ВРИ у главы Ингушетии. На сегодняшний день все вакцины очищенные являются самым оптимальным методом для защиты от опасных инфекций. Так, нужно ли делать детям прививки? О разъяснительной работе с мамами сегодня говорили в правительстве. Это стало главной темой совещания. От сильного удара пешехода отбросило на проезжую часть. Здесь он пытался перейти дорогу домой, живет рядом. Хоть и трасса считается центральной, но слишком оживленной ее не назовешь, тем более в 8 часов вечера. Не уважил. Кто сбил в минувшие выходные пенсионера в Сунже, выяснили правоохранительные органы. Об этом подробно в нашем выпуске. Здесь ваша судьба. Здесь вы должны жить и умирать, и покоиться рядом с предками. Здесь ваша родина, и иной вас нет. Только человек, глубоко любивший свой народ, мог написать такие слова. Он лирой служил. В памяти народного писателя Ингушетии Магомед Саидаплиева в Музее краеведения сегодня прошла выставка. Больше всего я люблю на турнике заниматься, подтягивание, широким хватом, обычным хватом. Хватит сидеть дома, лето на дворе. О том, как провести отдых с пользой для здоровья, знают в Сунже и готовы об этом рассказать. Добрый вечер, это новости 24. Правительство и муниципалитеты региона должны деликатно решать с собственниками вопросы выкупа участков и строений, попадающих в зону строительства трассы «Кавказ». В то же время эти вопросы должны решаться своевременно, чтобы строительные работы шли без задержек. Об этом заявил Махмуд Али Калиматов на совещании с участием начальника управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства Руслан Личхаджиев. В ходе совещания ВРИО главы Ингушетии дал указание отдельно разобраться с незаконными постройками вдоль участка трассы, где проходит реконструкция. Договаривайтесь с людьми. Вот эта оценка, если будет, значит, если там есть какие-то понимания, тоже входите в положение тоже людей. Потому что они, это его дом, его участок. Но в то же время, чтобы это разумно было. Разумно было. Вторая часть вопроса, вот указание я дал, в части вот там дороги, это касается незаконных строений. Поэтому если какой-то причине, по нашей причине района, города, правительства, у них, то бишь у Автодора, возникнут вопросы, что они скажут, мы останавливаем работу потому что, или начнут там обходные там делать какие-то реляции, это затраты финансовые будут. Наоборот, мы должны навстречу идти, требовать, конечно, стандарты, технологические новшества, но мы должны и способствовать, потому что это нам, федеральный центр, прекрасную дорогу делает. При этих обстоятельствах разберитесь, конкретно работайте с правительством, с главами. Не позволю незаконных действий ни землей, ни построениями, и тем более в пойме реки. К этому отнеситесь очень серьезно. Я думаю, что эти замечания вы воспримете как прямое поручение и указание. И давайте будем помогать. Дата сдачи участка трассы «Кавказ» протяженностью 26 километров планируется на конец ноября 2020 года. Около 50% дороги уже отремонтировано с опережением сроков реконструкции. Об этом заявил начальник управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального дорожного агентства Руслан Личхаджиев. Он также уточнил, что власти региона намерены выкупить около 300 земельных участков и построек, находящихся в зоне реконструкции участков ФАТ-Кавказ на территории региона. На 26 километрах на всем протяжении нашей дороги, кстати, нам удалось за 7 месяцев сделать проект планировки территории. Это очень большая работа была. Такого объекта нет в Российской Федерации. Чтобы одновременно проводились работы по реконструкции 26 километров, объект очень важный, объект очень сложный. Будем стараться делать, так сказать, лучше всех. Мы снизили сроки реконструкции на 3 года, потому что у нас с вами нет ни одной точки на этой дороге, где интенсивность меньше, чем 30 тысяч автомобилей в сутки. Махмуд Али Калиматов, в свою очередь, подчеркнул важность реконструкции участка ФАТ-Кавказ Республики.
По его словам, новая дорога существенно разгрузит автомобильный поток, что в свою очередь повлияет на снижение аварийности. Все применяемые материалы в строительстве трассы должны отвечать современным технологиям. На дороге необходимо обозначить габаритные и весовые ограничители. Кроме того, должны быть установлены гарантийные обязательства. Участок трассы «Кавказ» длиной 26 километров начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено доведение параметров автомобильной дороги до 1Б категории и расширение тем самым проезжей части до 4 полос. Для распределения транспортных потоков на объекте построить 3 транспортные развязки в разных уровнях. Существующий мост через реку Сунжа реконструирует, а рядом построить новый. Жарадат Холухоева, Хусейн Гагиев, Рахман Цуров, Осман Ушигуров. Новости 24. А позже председатель правительства Зелимхан Евлоев вместе с начальником управления федеральных автомобильных дорог Русланом Личхаджиевым проинспектировали участок федеральной трассы «Кавказ» в районе Насыркорта, где сейчас идет масштабная реконструкция. Обсудили ход строительных работ. Репортаж нашего корреспондента. 26 километров, 4 полосы, более 80 единиц техники и сотни специалистов-дорожников сразу на нескольких участках. Не просто дорожные работы, а будущее автомобильных сетей региона. Увидеть масштабную реконструкцию федеральной автодороги «Кавказ» изнутри, познакомиться со всеми техническими моментами на месте. Основная задача сегодняшнего выездного совещания. Все должно строиться по срокам, а главное с исполнением всех предписанных в проекте договоренностей. В зоне строительства автодороги 280 участков под индивидуальное жилищное строительство и более 20 сельскохозяйственных земель. Их выкуп – одна из важнейших задач, которая стоит перед чиновниками. Есть очень много вопросов, которые умножатся в 10 раз, как только первые 100 домов мы будем выкупать. А в этих 100 домах, вот первое распоряжение, оно вышло в пятницу, распоряжение вышло. Сегодня, в понедельник, оно регистрируется на уровне Росавтодора, и завтра мы его получим. И я приду к человеку и скажу: послушай, вот по этому распоряжению я выкупаю тебе дом. Вот дом стоит столько-то. Там оценщики, там целая громадная работа. Но если эта работа будет идти, так сказать, в одну сторону, я ничего не смогу сделать. Но там мне понадобится помощь руководства республики, каждого главы администрации, так, чтобы это было нормальное явление, так, чтобы помогали, потому что я должен работать. С вопросом о выкупе земель возникают сложности. Именно поэтому, как отметил председатель правительства, к работе по соглашению с владельцами участков необходимо включать и профслужбы, в частности региональное кадастровое управление. Если у нас подход будет ко всем одинаковый, вот есть принцип, вот, стоимость такая, квадратный метр, ни 1 рубль, не больше и не меньше. Да. Ну, конечно, при этом я знаю, что ваш подход люди терять не должны. То есть он жил, потому что вот реальная, справедливая цена должна быть, и эту цену он должен получить. Вот над чем мы будем работать. Скотопрогоны, то есть подземный переход для животных, еще одна проблема, на которую обратил внимание присутствующих глава Насыркорской администрации Иса Газгиреев. Сооружение в районе Обегов, предназначенное для безопасности скота, не соответствует требованиям. У вас же инженеры есть, у вас есть же работники, которые понимают в этой дороге. Нельзя же было сделать скотопрогон, где водоотлив, водосброс. Убрали оттуда трубы. Убрали оттуда трубы, которые на водосброс, которые сделаны. И вместо водосброса поставили скотопрогон. Ну как это так можно на самом глубине дороги, которая с верхней и с нижней стороны, отсюда вода собирается, там скотопрогон. Вы туда проезжали? Вы посмотрите, скотопрогон полностью забит балластом, забит. Вот это сейчас мы посмотрим, мы будем разбираться. Если мы, как заказчики, не сделали скотопровод там, где он необходим, остро необходим, это наша головная боль, мы на себя уберем. Реконструкцию трассы начали в сентябре прошлого года. За это время проделан большой фронт работ. В настоящее время силы дорожников сосредоточены сразу на нескольких участках. Ведутся работы на протяжении, получается, 20 километров. Вот, 3 участка строительства. Параллельно сейчас у нас, помимо работ на данной развязке, производятся работы по возведению моста через реку Сунжа. Это район поселка Барсуки. Вот. Также сейчас устраиваются свайные ростверки, то есть производится забитие свай и подготовка к устройству свайных ростверков на развязке на город Карабулак.
До конца этого года планируется завершить 5-километровый участок автодороги. Ход этих работ будет сопровождаться информационными баннерами, чтобы жители видели, какие преобразования их ждут в конце реконструкции. Об этом сообщил начальник Упордора «Северный Кавказ» Рустам Лечхаджиев, отвечая на вопросы журналистов. Изначально проектом было предусмотрено, по проекту организации строительства было предусмотрено этот объект делать в течение 5 лет. Однако, учитывая важность объекта и громадную интенсивность, в связи с увеличением дорожно-транспортных происшествий, Росавтодором было принято решение, так сказать, из 5 лет перенести на 3 года. Значит, конечная дата сдачи этого объекта 20-30 ноября 2020 года. На следующий год, к концу года, мы этот объект сдадим в эксплуатацию. Сегодня готовность больше 50%. У нас у всех есть понимание, что все это делается для людей. И в основном по этой дороге будут ездить жители нашей республики и гости, конечно же. И мы должны придать максимум, создать комфортные условия для работы автодору, срок, качественно, чтобы эти работы были завершены. Мы и работаем. Все наши замечания, которые мы даем подрядной организации, заказчику, они учитываются в рабочем порядке, мы разрешаем. Все строительные работы намерены выполнить в сроки, притом качественно, без последующих нареканий. Об этом подрядчик обещает позаботиться. Жарадат Хулхоева, Мербек Миржоев, Новости 24. В Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии консилиум врачей принял решение по ампутации правой руки Аиши. Как отметил президент клиники Леонид Рошаль, врачами пройден очередной большой этап лечения. И сегодня можно сказать, что девочка подготовлена к операции. Мы прошли такой большой путь, и сегодня можно сказать, что она подготовлена к операции. Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр ее. Сегодня угрозы ампутации левой руки нет, хотя неврологические повреждения в левой руке еще остаются, и надо, чтобы долго нервы восстанавливались после травмы. А ожоги, которые были на ягодицах, полностью зажили, она активная. Но проблема с правой рукой, конечно, есть, и все вы знаете, мы об этом сегодня говорили. И сегодня решался вопрос уже о необходимости ампутации. И мы привели консилиум. В консилиуме принимали участие не только сотрудники института нашего, но принимала участие большая группа из Ингушетии. Прошло определенное количество времени. Как раз это время необходимо для того, чтобы определить истинный объем поражения тканей верхней конечности, который произошел. Для прояснения необходимо сказать, что наш организм состоит из разных тканей. И в зависимости от степени дифференцированности, то есть развития, некоторые ткани погибают очень быстро излишними, а некоторые на отдаленные сроки. И вот нам необходимо было это время. Сейчас это время наступило, имеется четкая граница между погибшими тканями и между той частью ручки, которая сохранила жизнеспособность. На этой неделе будет первый этап хирургического лечения. Удаление всех погибших тканей фактически в объеме ампутации. Но это не последний этап. Поскольку борьба за каждый сантиметр, каждый миллиметр руки продолжается. Вакцинация детей, подготовка к молодежному форуму «Машук», реконструкция школы в селении Верхние Чулки. Эти и многие другие вопросы сегодня обсудили в правительстве региона. Там прошло еженедельное расширенное заседание. Более подробно о повестке дня расскажет Амина Букова. Начинается заседание правительства республики с важной и актуальной темы не только для региона, но и для всей страны – вакцинация. Перед собравшимися выступает врач Карабулакской городской больницы с результатами социологического опроса. В исследовании принимали участие более 1000 ингушских женщин, и большинство из них признались, что отказываются от вакцинации своих детей.
Причины разные. Одни боятся реакции на прививку, другие сомневаются в качестве и условиях хранения препаратов. И лишь малый процент считает, что вакцинация жизненно необходима. Врачи бьют тревогу и заверяют, что только прививки могут уберечь детей от серьезных заболеваний. В связи с этим в регионе активно проходит разъяснительная работа с родителями. Разработаны брошюры с полезной информацией. На сегодняшний день все вакцины очищенные являются самым оптимальным методом для защиты от опасных инфекций. У нас в республике есть вакцина Пентаксим. Она очень уникальная, очень дорогая. В некоторых регионах в России, даже в этих экономически развитых регионах, между прочим, она используется только для инвалидов, для ослабленных детей. А у нас в республике она практически для всех желающих. Заслушав доклад, Зелимхан Евлоев поручил Минздраву усилить профилактическую работу с населением, чаще проводить дни открытых дверей в больницах. Премьер отметил, что важно, чтобы люди своими глазами видели, как соблюдаются условия хранения вакцины, что в больницах есть холодильники и все необходимые сертификаты. Я попросил бы вас, у нас вот есть группа, да, врачей, и при проведении мероприятий, до начала основного мероприятия, чтобы мы приглашали этих людей и чтобы выступали. Я думаю, что многие услышали сегодня и пользуясь случаем от лица правительства поблагодарите разработчиков этих брошюр. Следующий вопрос на повестке дня – подготовка к предстоящему форуму «Машук». На участие в молодежном слете было подано 412 заявлений. Это в 2 раза больше, чем квота, предоставленная Ингушетии. Поэтому все проекты проходили тщательный отбор. С конкурсантами проводились встречи с федеральными экспертами. В общем, поедут только самые сильные. 2 раза мы проводили предмашук. Очень крупный, потому что у нас на той неделе, целую неделю были у нас федеральные эксперты, они проживали у нас в комфортных условиях, мы создали для них эти условия. Было охвачено более 300, наверное, участников, которые получали консультации, как свои проекты сделать. Ну и те, которые заинтересовали федеральных экспертов, с ними работают они дополнительно. Плюс каждый исполнительный орган государственной власти в этом году рассмотрел проекты, которые относились, то есть в их части. На данный момент в Пятигорске уже установлено подворье Республики Ингушетия. Кстати, в этом году молодежному форуму исполняется 10 лет. Так что организаторы обещают много приятных сюрпризов для участников. У них договор с Роскосмосом о том, что всякая команда, которая любая приедет, потом они будут проводить общее мероприятие. И это общее мероприятие будет транслироваться чуть ли не с космоса, и большое освещение это получит. Кроме того, планируется организаторами мероприятия наградить активных участников, которые в течение 10 лет принимали участие в форуме, а также тех людей, которые в организации проведения были задействованы. Затем премьер поинтересовался у министра строительства, на какой стадии находится реконструкция школы в селении Алхасты, пострадавшей от шквалистого ветра. Еще одна важная тема сегодняшнего совещания – социально-экономическое развитие Ингушетии за последние полгода. Согласно докладу Минэкономразвития региона, республика вышла на 2-е место по Северокавказскому федеральному округу по индексу промышленного производства. Также увеличился и рост индекса по объему полезных ископаемых на 2,7%. Росту производства по добыче полезных ископаемых способствовало увеличение выпуска нерудных строительных материалов в 2,8 раза. Основным предприятием в данной сфере является ГУП «Ингушское карьероуправление». За отчетный период предприятием увеличен объем выпуска песчано-гравийной смеси в 3,4 раза, глины на 38%, промышленного песка на 68,9%. Индекс сельскохозяйственного производства в отчетном периоде сложился на уровне 108,8%. 1-е место мы здесь по темпам роста занимаем по СКФО, по Российской Федерации еще не опубликованы. А объем производства составил 5 миллиардов 115,3 миллионов рублей.
В строительной сфере Ингушетия также демонстрирует положительные результаты. Мы занимаем первое место по СКФО и 14-е в стране по темпу роста строительных работ. Второе место среди регионов СКФО Ингушетия занимает и по розничному товарообороту. Во время проведения мониторинга цен на продукты было зафиксировано снижение стоимости. К примеру, огурцы подешевели на 11%, томаты на 7 с лишним, яйца на 4,5%. В то же время зафиксирован и рост цен на некоторые продукты. Это копченая рыба, картофель на 4%, капуста 1,3%, лук 3%, морковь 1,2% и мандарины на 15%. Рост цен обусловлен тем, что на продовольственных рынках республики преобладает возимая овощная продукция. В связи с климатическими условиями и более поздним созреванием плодоовощной продукции на территории республики указанный рост характерен для данного сезона периода май-июнь. По мере замещения возимых сельскохозяйственных товаров местной продукции снизится зависимость от иногородних поставщиков, что стабилизирует стоимость и расширит предлагаемый ассортимент плодоовощной продукции. В конце совещания состав правительства проголосовал за ряд изменений в нормативно-правовых актах республики. Эти изменения касаются ветеринарии и земельных отношений. Амина Бокова, Магомед Белакиев, Новости 24. Президент России утвердил закон об увеличении пособия на первого или второго ребенка. Для ряда семей выплаты на детей продлеваются до 3-летнего возраста. Изменения коснутся 70% российских семей. Закон меняет критерии их нуждаемости при установлении детского пособия. Право на пособие будут иметь семьи, доход которых ниже 2 прожиточных минимумов. Выплаты на второго и третьего ребенка от 1,5 до 3 лет будут осуществляться в размере прожиточного минимума. Нашли виновного. Правоохранительными органами задержан водитель, который в ночь с субботы на воскресенье сбил пенсионера и скрылся с места ДТП. Им оказался 75-летний житель Сунжи. Он уже дал показания и признал вину. Пострадавший же находится в больнице. Репортаж Зелимхана Калоева. Эти кадры облетели глобальную сеть так же быстро, как водитель успел скрыться с места ДТП. Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. От сильного удара пешехода отбросило на проезжую часть. Здесь он пытался перейти дорогу домой. Живет рядом. Хоть и трасса считается центральной, но слишком оживленной ее не назовешь, тем более 8 часов вечера. Наверное, поэтому пешеход решил спокойно перейти дорогу в неположенном месте. Следы крови даже после дождя до сих пор остались на месте. Если пройти еще пару шагов, можно найти еще следы. Видимо, очевидцы до приезда скорой пытались оказать первую помощь. Но если речь идет про пешеходный переход, то до ближайшего еще 60 метров. Тем не менее, родственники возмущены. Положенное место. Дорожка бацос. Переходная дорожка бацос. Шимяжики ваха ламздя. Чего сагмивис. Машин татья адабхаус кунах. Пострадавшего 82-летнего пожилого мужчину с различными телесными повреждениями доставили в Сунжинскую центральную районную больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также закрытый перелом правой лопатки. Патологических стопных каких-то знаков нет. Неврологической выраженной симптоматики тоже нет. И больной переведен в травматологическое отделение. И какие прогнозы сейчас у нас? Значит, сейчас вот рекомендации нейрохирурга, которые нам рекомендовали вот это назначение, все, мы проведем где-то в течение 2-3 недель, и будет все нормально. Тайное становится явным. Про искалеченного пациента врачи сообщили правоохранителям. Сразу на следующий день нарушителя удалось найти. Им оказался 75-летний пенсионер, также проживающий в Сунже, который после всех представленных доказательств дал признательные показания. Со слов водителя, он скрылся с места происшествия, потому что якобы не заметил сбитого пешехода. По факту ДТП водитель привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 12.27 Кодекса об административных правонарушениях за оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места ДТП, участником которого он является. Также в отношении водителя возбуждено еще одно административное производство по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях за причинение вреда здоровью потерпевшего.
потерпевшему. Окончательная правовая оценка действиям правонарушителя будет дана по окончании всех назначенных экспертиз. И в заключение очень хочется напомнить еще раз, что все тайное рано или поздно становится явным. Попасть в неприятную ситуацию может каждый, но необходимо правильно и с честью выйти из нее. Поэтому берегите себя и своих близких, и безопасных вам дорог. Но в случае летального исхода административное дело очень легко может превратиться в уголовное. Сейчас автомобиль занял свое место на штрафстоянке отдела полиции в Сунже. По этой 15-й вряд ли скажешь, что она после ДТП. Всего пару часов понадобилось нарушителю, чтобы провести ручной апгрейд. Переднее правое крыло и лобовое стекло как новое. Водитель успел их быстро поменять. Однако следы разводов крови видны невооруженным взглядом. Также водитель не рассчитал, что оставил на месте ДТП одну из деталей своего авто. Хоть пенсионер в силу возраста не доглядел и перешел дорогу в неположенном месте, водитель все же должен был ехать с такой скоростью, чтобы в любой момент смог затормозить, говорят инспекторы ГИБДД. Тем не менее, осторожность на дороге никому не помешает. Зелимхан Калоев, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Поэт, прозаик, драматург, общественный деятель, кавалер ордена за заслуги. Все это о народном писателе Ингушетии Магомед Саиди-Плиеве. Сегодня в Назрановском музее краеведения прошла выставка к его 90-летию. Он был писателем новой волны ингушской литературы, когда вернувшиеся на родину из казахстанской ссылки ингуши принялись за возрождение культуры. О том, как много он успел, расскажет Дана Плиева. Здесь ваша судьба, здесь вы должны жить и умирать, и покоиться рядом с предками. Здесь ваша родина, и иной вас нет. Только человек, глубоко любивший свой народ, мог написать такие слова. А принадлежат они известному ингушскому писателю Магомед Саиду-Плиеву, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. На выставку, приуроченную к этой юбилейной дате, собрались друзья, коллеги, почитатели его таланта и, конечно же, родственники. Среди них и дочь писателя Заритхан Плиева, которая рассказывает всем присутствующим о непростом жизненном пути отца. Магомед Саид-Плиев родился 5 августа 1929 года в селе Плиево, пережил депортацию. Когда его семью выслали в Среднюю Азию, ему было 15 лет. Там он лишился отца. Началась жизнь, полная забот о матери и других переселенцах. Но, несмотря на постигшие трудности, отец всегда оставался добрым, отзывчивым человеком. За свою жизнь, делится дочь писателя, он ни разу не отказал кому-то в помощи. У нас он воспитывал, что уважение к людям, и говорил всегда, что нужно с уважением относиться к любому человеку, и никогда нельзя отказывать в просьбе человека, который к тебе пришел за помощью. Он вот всегда говорил, что если человек сегодня пришел к тебе за помощью, и ты можешь это сделать, ты это должен сделать. Потому что завтра, может быть, ты даже если захочешь сделать этого, у тебя не будет такой возможности. По возвращении на родину Магомед Саид-Плиев работал прицепщиком, трактористом, заправщиком. Его первые стихи были напечатаны в газете «Сердало» и альманахе «Утро гор» в 1958 году. А в 1972 году писатель окончил Чечено-Ингушский университет. Магомед Саид-Плиев много лет работал диктором, затем редактором Чечено-Ингушского радио, возглавлял Союз писателей Ингушетии, параллельно занимаясь писательской деятельностью. «Трудный перевал», «Клятва сыновей», «Чистота души», сборник стихов «Торгим». Магомед Саид-Плиев – автор более 20 книг. На его стихи написано много известных песен, одну из которых на сегодняшний день исполняет заслуженная артистка Ингушетии Лема Нальгиева. В его произведениях звучат патриотизм, любовь к свободе, вера в величие и в вечность народа. Но главной работой всей его жизни, отражающая беды и горести, постигшие в ссылке, стал роман в стихах «Баланды». Вот этот роман «Баланды», он по своему объему, он равен пушкинскому Евгению Онегину. И этот роман в стихах мог бы попасть бы в книгу рекордов Гиннесса. Но вот скромность этого человека, удивительная вот такая натура сам по себе, вот, который человек не желал вот такой яркости, выделения среди всех. Он всегда был очень скромным человеком, и это не дало ему возможность. И, наверное, какие-то другие причины материальные, это же нужно было бы роман этот на ингушском языке перевести на русский язык. Писатель очень любил детей, и неспроста им посвящены многие его произведения. Работая в лицее, Мадина Цилоева часто приглашала Магомед Саида-Плиева на встречу с детьми. Школьники разыгрывали сценки на его произведения, читали стихи. С его творчеством она знакомит каждое новое поколение лицеистов. У него очень красивые детские рассказы. Мы эти рассказы экранизировали вот в школе. И ездили в Петербург на всероссийский конкурс
назывался «Петербургский экран». И мы там показывали, представляете, с детьми показывали его рассказы у себя в школе, как спектакль поставили и показывали. И получили дипломы лауреатов вот этого престижного всероссийского конкурса вот именно маленьких детских фильмов. За свою жизнь Магомед Саидплиев приобрел множество наград, среди которых и Ленинская юбилейная медаль за доблестный труд. Писатель не только внес большой вклад в литературную сокровищницу нашего народа, он также один из первых, кто стоял у истоков создания ингушской государственности. Хагуляция 51 тысячу подписей. Це экземпляр, я Кремле, вообще не есть. Це экземпляр, в Оз музее, второй экземпляр гуляет. Так Цуханна нужно было, вот, чтобы авторитетные люди сдали их в Кремль по созданию нашей Ингушской республики. В Грозне были Махмад Саидович, Хадях Картоев, Зошиз, что Махмад Саид, вах اشتياج إذا تنادى عداش ليه دياتور صار والله حتى مدود هم خداتو هم خدات المدود إيش يعني دوختو إيش تو وقت وقتكم توت وول يعني إيش بهالجا إيش تي عدد اليوم أي مش وقت السؤال اليوم главное тали волвези ворсовой республики. Перо писателя неустанно работало до самого последнего дня. Умер Магомед Саидплиев 16 сентября 2004 года за своим рабочим столом. Выставка Музея краеведения продлится до 15 августа, где каждый желающий сможет поближе познакомиться с творчеством писателя. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24. Все на свежий воздух призывают сунженцы. Там активный отдых стал неотъемлемой частью молодежи, да и не только. Здесь штурмуют стадионы и спортивные площадки. Футбол, воркаут, летняя пробежка – кому что по душе. Было бы желание. В этом убедился наш корреспондент Идрис Ижиев. С наступлением лета сидеть дома просто неприемлемо. Если днем самое пекло людей спасает кондиционер, то вечером каждый без исключения стремится выйти на свежий воздух. В Сунже в это время большинство жителей приходят на городской стадион. Футбол, турники и брусья, а также спортивные дорожки для бега. Каждый найдет себе развлечение на свежем воздухе. Амир Белакиев на стадионе каждый день. После трудного дня нет ничего лучше прогулки на свежем воздухе, признается он. Сегодня Амир взял с собой и сына. Игры в мяч и хорошее настроение в кругу семьи. Что может быть лучше? Одно из доступных развлечений – это спорт. Из-за этого с семьей часто прихожусь на стадион, чтобы поиграть, посмотреть, полюбоваться, как говорится, и хоть какое-то участие в каких-то играх принять самому. Сейчас, в связи с тем, что, как бы сказать, возраст не тот, больше как лицезрею, а раньше играл, а сейчас чисто с детьми бегаю, так играю мелкие игры, как говорится. Молодежь первым делом занимает турники. Кто больше подтянется или правильнее сделает силовую. Ведь в компании заниматься всегда веселее. Шейх Мансур Евлоев занятию спортом посвящает все свободное время. А во время каникул можно сказать, что спортивная площадка его второй дом. Больше всего я люблю на турнике заниматься, подтягивание, широким хватом, обычным хватом. Площадка позволяет, очень хорошая площадка. Как только жара спадает, футбольное поле заполняется до отказа. Игроки со всего города объединяются в несколько команд. Здесь нет ни кубков, ни медалей, поэтому на поле дружеская атмосфера. Так проходят вечера жителей Сунжи. Активное занятие спортом и вечерние прогулки – лучшее средство от жары и грусти. Идрис Ижиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. За годы существования ансамбль «Сик» стал призером многих международных конкурсов. Впереди гастроли в Казахстане и концерт к собственному юбилею. К этим событиям танцоры готовятся на ежедневных репетициях. На одной из них побывала Макка Дударова. Отточенные движения и каждодневные репетиции. У ребят нет времени отдыхать. София Хамчиева в ансамбле 2 года. Сначала и не хотела, а затем даже не заметила, как полюбила танцы. Мне сначала мне не хотелось сюда идти. Потом меня записала мама. Я очень благодарна ей за это. В ансамбле 30 солистов, 16 девочек и 14 ребят. Но эта цифра постоянно меняется. Каждый год там человек 5-6 уходит с коллектива, то по учебе, то по работе и так далее. Но также и добавляется столько же ребят.
как только уходит, я добавляю подготовительный состав ребят. Приходится с ними работать для того, чтобы влить в коллектив. У коллектива плотный график, ведь он принимает участие в мероприятиях не только по республике, но и за ее пределами. Репетиции проходят по несколько дней в неделю, от 3 до 5 часов. Ансамбль не раз принимал участие во всероссийских и международных конкурсах и занимал призовые места. Последний раз СИГ выступал в фестивале «Морское сияние» в Сочи, где принимали участие более 50 коллективов со всей России и стран СНГ. К выступлению ребята готовились пару месяцев, и результат налицо. Мы представили 7 номеров, 4 массовых, 2 парных и 1 сольный. И во всех номерах мы заняли 6 первых мест и гран-при, стали обладателями. Также удостоились денежного сертификата на участие в их мероприятии в следующем году. И также были приглашены на фестиваль в Польшу. Ребята готовятся еще и к юбилейному концерту. В октябре коллективу исполняется 5 лет. Ансамбль также планирует принять участие в международном фестивале, который пройдет в Казахстане совсем скоро. Макка Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.